В жизни есть 2-3 случая, где можно стоять впереди старшего. Это тот самый. Здесь ты можешь стать впереди гостя, сказал мне отец. Не указывая пальцем, скажи, что знаешь, и как бы ты ни спешил, проводи гостя до твоего односельчанина. Дойдя до твоего односельчанина, слушай внимательно. Если ты пальцем укажешь на дом и скажешь, вот здесь он живет, это еще хуже. Потому что ты не доканчиваешь то, чего начал. Ты не доканчиваешь дело своего гостя. Никогда не указывай так пальцем. Знаешь, что ты должен сделать? Я тебе сейчас скажу. Ты должен гостя проводить во двор, сказать ему «подожди», а сам зайти к односельчанину и сказать, что привел к нему гостя. Вот что ты должен сказать и передать гостя хозяину. Даже тогда твое гостеприимство, то, что ты начал, не заканчивается на этом. Как только они друг другу поприветствуют, ты должен сказать гостю, что останешься, если он пожелает погостить у тебя. Ты должен предложить гостю погостить у тебя. Как только гость скажет, да будет доволен тобой Аллах, я благодарю тебя, ты мое дело сделал. Тогда ты освобождаешься от этого гостя. Но даже тогда твое начатое дело не заканчивается. Ты должен начатое докончить. И после ты должен обратиться к своему односельчанину и спросить, нужна ли ему помощь в гостеприимстве. Сказать, если нужна помощь, то ты останешься. Только после этого, если твой односельчанин скажет, да будет доволен тобою Аллах, ты сделал очень доброе дело, что привел ко мне гостя. Если ты зайдешь, будешь тоже гостем, если нет, можешь идти. Вот тогда ты освобождаешься, и тогда ты заканчиваешь то, что начал. Вот что сказал мне отец. Это было в 1958 году. Я до сих пор не могу это забыть. И кто бы ко мне на улице не подходил, будь он русским, будь он евреем, я никогда не мог указывать пальцем. Мне было стыдно, я вспоминал своего отца.